Всего неделю назад Малгобек торжественно принял знамя от города Нальчик. Сегодня же при торжественной обстановке его передают дальше, городу Грозный. Эта традиция объединяет поколения, от ветеранов боевых действий до юнормейцев и ребят из движения первых, которые принимают эстафету памяти и мужества. Знамя Победы – это не просто реликвия, это символ мужества, стойкости и единства нашего народа. Сегодня воистину знаменательный день. Мы чтим также память тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили спокойно. Впечатления очень грустные, и в то же время я счастлив тому, что мы можем спокойно жить на нашей земле. На площадке присутствовала делегация из Грозного, представители местной администрации, а также ветераны СВО, чьи слова пронизаны духом патриотизма и благодарности за подвиг предков. Именно живое участие молодежи и старшего поколения делает этот момент трогательным и значимым для всех жителей региона. От имени министра Чеченской Республики по делам молодежи Виснурадова Рамзана Абузайдовича и от всей молодежи нашего региона я принимаю такую великую честь Знамя Победы. Это не просто реликвия, это символ мужества, единства и бессмертного подвига наших народов. Эстафета памяти, которую мы продолжаем, объединяет поколения и регионы России. Представитель администрации Малгобека говорит о значении акции для города и региона, также упоминая и героев прошлого. Наш город, наш народ может гордиться теми своими действиями, поступками, которые проходят на территории нашей большой страны и нашей маленькой республики, республики Ингушетия. Ингушский народ показал свое героическое значение, значимость, защищая. Участники у нас были на всех фронтах Великой Отечественной войны. Многие были награждены орденами, медалями, многим было присвоено звание Героя Советского Союза. Это событие не просто передача символа, а живое напоминание нам всем о великом подвиге и ответственности, которую несет каждая новая смена защитников Родины. В настоящее время жители республики активно принимают участие в СВО. Звание Героя России имеют 4 человека, более 100 человек получили ордена. Адум Гуражев, Мавлид Гирьяхильгов, Магаз 24.